Итак, друзья, здравствуйте. Это рубрика «Просто тех». О технологиях для всех. Как вы уже могли понять по заднему фону, мы снова в гостях у Билетфильма, и я буду снова рассказывать вам о их обновлениях. Не будем медлить, начнем. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И сегодня на очереди у нас обновление, посвященное плееру. Билетфильм полностью переосмыслили, переработали, пересмотрели плеер. Теперь он заточен на удобство использования и на интуитивное взаимодействие. Для начала я вам просто покажу для сравнения, как это выглядело до и как это выглядит сейчас. Ну и разберем каждую плашечку, каждую кнопочку по отдельности. Сейчас у вас на экране появится два разных типа плеера, один старый, другой новый. Сравните, оцените, как вам. Согласитесь, ведь новый стал визуально приятней и уверен, что интуитивно понятней. Все элементы теперь расположены так, чтобы ими можно было спокойно пользоваться даже одной рукой. Все иконки стали более сбалансированными. Итак, первое нововведение — это оптимизирование текста, качества, аудио и субтитров. То есть вы спокойненько можете это настраивать в правом нижнем углу. У вас будет качество, можно будет выбрать язык, можно будет выбрать субтитры, все это спокойненько настраивается. Также можете скорость быстренько поставить, если вам медленно вдруг. Также теперь, если вдруг у вас отключился Wi-Fi, то Билетфильм оповестит вас об этом. Ну и если подключение снова восстановится, то внизу плашечка соответствующая появится. Также сверху картины теперь показывается возрастной рейтинг. На это вы тоже можете обращать внимание и спокойненько регулировать. Теперь смотреть продолжение можно без выхода в плейлист. То есть прямо в плеере вы можете выбрать следующую серию, а можете и следующий сезон, и все это в прямом эфире, вам не нужно будет выходить. Вы можете продолжать просмотр, потом переключить, если вам захотелось, переключить на другой сезон, если вам вдруг так захотелось. Все это в прямом эфире. То есть все иконки, с которыми вам нужно взаимодействовать, теперь выведены на главный экран, и вы спокойно сможете все потыкать, разобраться. В принципе, про основные я вам рассказал, также вам это демонстрационно покажу уже на монтаже. Ну и с разбором плеера мы, в принципе, закончили. Согласитесь, он стал намного удобнее. Также, отходя от темы плеера, так как мы уже с ним закончили, хотелось бы сказать вам, что теперь Билетфильм перешли на новый домен. Домен или домен был bilet.me, теперь bilet.tm. Поэтому, если вы вбивали старый домен, он у вас не заходит, теперь вы будете знать, что нужно вбивать .tm, и все у вас заработает. Вот такое вот у нас вышло обновление. Все достаточно просто, так как новый плеер. Ну и в любом случае на этом пока что все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик, это важно. Так вы не будете пропускать новые интересные выпуски, не забывайте про старые, они также тоже очень интересные. Ну и увидимся с вами, когда увидимся. А увидимся мы здесь или в каком-нибудь другом месте. Может быть, у магазина Xiaomi. Ну, в общем, бывайте. Все это в прямом эфире. Не, нормально, это слышно не будет. Я замолчал, правильно?